Да у нас здесь у дворца большая делегация из Самашек, потом представители Красного Креста, значит, в этой части. Представители Красного Креста что жалуются? Что их не пропускают в Самашки для оказания помощи. А, сейчас они... Давай, это Куликов. А потом вы старейшин. Здравия желаю, Анатолий. Что начальник военизированной охраны Северо-Кавказской железной дороги по Ингушской республике. Я все время хожу железнодорожным поездом. С генералом Зуевым ходил, с генералом Томашевичем. Мы проходили железную дорогу, восстанавливали, разминировали и укладывали. Была у нас договоренность. И договоренность, живую цепь Самашкинскую, Серноводскую мы выставили, были готовы пройти с генералом Томашевичем дорогу, и народ вышел к нам вместе с нашим поездом пройти, проложить этот путь и пустить электричку следом. Но в это время начался обстрел мимо Самашек. Хорошо, я передам, Косову передам советнику. Алло, Анатолий Сергеевич, у меня старейшины сидят здесь. Была договоренность, нарушили, Антонов нарушил договоренность. Хорошо, спасибо. Значит, завтра будут пускать в Самашки генерал Алексеев, запомните, да? Он абсолютно, Куликов, за срыв всех переговоров, видишь, что он говорит, завтра пойдет поезд. Врет наглым образом. Да не пойдет там поезд, там разворочена линия полкилометра, вокзал сгорел. Сигналов никаких нет, свет не восстановлен, не установлены трансформаторы, нет диспетчерского сообщения. Как же пойдет поезд? О чем он говорит? Что он врет? And your commander promised me that I could enter when I want. И ваш командир как раз в субботу обещал, то есть он сказал, что вы можете, что можно заезжать в любое время. Ну, это с командиром. Командир там, по рации его. Красный Крест, по-моему, сейчас нельзя. Это международное, это разница большая между международным и местным. Знаем, но вообще, по-моему, сейчас Красного Креста туда нельзя. He said at the moment he's under the impression that no Red Cross is allowed to enter. Yeah, we got a general authorization from General Kulikov to move freely on all the territory. Дело в том, что Сейчас запрос от командира по рации. he's going to get in touch with the commander of the division. Нет. Нет. He said, No. says that the commander is this no Red Cross. It's one thing I don't understand. When you have a general authorization from the big boss, General Kulikov, your commander, if you get in touch with General Kulikov for the net? Это международный комитет, и разрешение Куликова есть. Объясните. Объяснили. Сказал, не убей нас. Автомат дали, а потом гранат уже в пепле остался. 13 человек. Все убили. Вот это на выгодной улице, рядом нас, выгодной улице. Сказали, дети, сказал, мы дети. Очень хорошо сказал, бросил, дети тоже убили. Все убили. Я скажу среди всех. Гуманитарная помощь нам не надо. Нам дайте оружие, если в ваших силах она есть. Мы с ним сами справимся. Нам другого помощи не надо. Нам только оружие дайте. Мы не ходили в Россию воевать, не ходили. Они пришли к нам. Мы пропускали их в мирные села, и что они творят, мы видим. Теперь все, кто даже не воевал, будут воевать и будут уничтожать этих собак везде. Я вчера видел одну женщину, она пришла, говорит, мать с 2 детьми горят, бегут по улице, они с батареи стреляют. И что, после этого я спокойно буду смотреть? Не буду. Пусть они меня ищут, ловят, но даже если они здесь будут всю жизнь их будут резать, давить, сжечь, убивать, все будут, все.
очень хорошо знает, что Россия сделала для Чечни. В течение 300 лет, вот сколько 300 лет чеченский народ существует, 300 лет чеченский народ воюет с Россией. 300 лет. Все наши отцы, деды, прадеды всю жизнь воевали с Россией. Весь мир там уже понял, что чеченец это там какой-то злой бандит, там зверь, террорист, там мафиозник, там. Это специально готовили общественное мнение, чтобы сегодня можно было заявить, вот убиваем там бандита. Да не графинет. Вот так, чтобы побыстрее прописку откройте, чтобы я не искал. Самашка. А это тоже Ростовской области прописано. Ну не прописано в Самашке. А? Бабуля, ты проходи быстрее. Не создавай. Анатолий Васильевич, здравия желаю, это Косов вас беспокоит. Анатолий Васильевич, у меня... Да девушки, дайте мне Феде, что-то у вас бардак такой, что прошу 10-й раз, обеспечьте мне, с командующим не могу по московскому своему телефону позвонить, 923-50-06. Да что не занять, ну дайте Ефенде, ради бога. Астраханская область, Приволжский район, исполком Трехпродского сельского совета. Что вы мне даете? Что вы, обмануть хотели меня? Подождите, я сказал. Прекратите эти все. Алло. Да. Значит, прекрати. Разговоры по телефону и так далее. Я тебе сказал, зашел, сказал. Я целый день прождал вас. Алло. Ефенди. Это кто, я спрашиваю? А? Мухарбек. Дорогой Мухарбек, там наведи порядок на моей линии. Говорю с командующим, прерываю. Что это такое? Кто там? Разговоры, бог его знает, какие ведутся. Отключите и сегодня, пока я сейчас здесь, чтобы никто не влазил в мою московскую линию. Это Косов. Да. Это ее паспорт. Какой? Ваш паспорт? Все, здесь оставайтесь. Что вы начинаете мне здесь обманывать? Сейчас всех разверну назад и уйдете. Какой седой? Алло. Юр? Алло, вы меня слышите? Значит, давайте там наведем порядок. Про Юру, про Васю потом. Я говорю с командующим, вы влазите с разговором. Откуда вы там взялись? Я ниоткуда, это вы влезли неизвестно куда. Я сняла трубку по звонку. Значит... Разговаривайте по адресу. Алло, здравствуйте. Назрань беспокоит, советник президента ваш. А где у нас Каракош? Каракош в командировке. А где? В Амстердаме. Хорошо. Все путешествуют делом, никто национальной политикой не занимается. Она улетела только сегодня на 2 дня. Как будто национальная политика делается в Амстердаме. Да. Какой другой?
Швед, да? Тут полная тетрадка записей свидетельств жителей Самашек о том, кто погиб. Люди все в возрасте 60-65 лет. Парализованный старик один. Постельно больной, погибший, вынесенный из дома и застреленный. Вот это боевики. Страшная трагедия. Там, по нашей российской линии. Нашим российским рукам. Самашки, ни один артиллерийский снаряд, ни одна авиационная бомба на Самашки не упала. А Не что надо туда этого. падало? А горело от чего? Где горело? Трассирующие пули. Зажигали, да? Конечно. Ничего, трассирующая пуля может разбить кирпичный дом, что ли? Запросто. У них пули. Вот с такой дырой? Вот с такой дырой. Вот с вот этого пулемета, он крышу снесет. Поднимает на метров 20. Да, вот так поднимает. Это вот надо всем мировым сообществу, так сказать, узнать, что вот в России есть такое оружие, что у нас даже пулемет дом разрушает. Это и только вот яркая реклама, так сказать, российского вооружения. Пулемет уничтожает дом. Танковый обстрел был, да? Что? Танковый обстрел был. Ну, подорвали танк там. Со всей боеукладкой. И после этого начался танковый обстрел. Там один танк был, который там стоит подорванный. Который боеукладка вся разорвалась. Слава богу, солдатики еле-еле выпрыгнули. И кто наверху это Потому все что вот там устроил? все депутаты, все куплены. Да, конечно, все куплены. И только за кресло борются. Александр Николаевич, ну вы что, считаете, что вот все купленные, все делают только за деньги? Так можно говорить, Так, если хорошо, сам а так. чем они куплены? Чтобы стрелять? Выходит, военными куплены? Так что ли? Если бы военные купили, там депутатов не было. А был бы матрос Ну, хорошо. Железняк. Кто тогда их Сказал, купил, чтобы караул бы стрелять по устал народу? и вывел бы вас всех оттуда. Поедете и спросите, как русских женщин насиловали и убивали. Про насилие над русскими женщинами нам тоже рассказали. Или когда режут лейтенанта на куски и выставляют на показ морской пехоты. Это вам тоже не говорили? Вот все эти факты, вот мне говорили про эти факты. Вот Но вы эти генерал факты Антонов. не записываете, вы записываете другое. То, что вам